Я думаю, что да. Потому что ничего вечного не бывает, во-первых. Во-вторых, политика — это настолько изменчивая категория, которая может измениться буквально за считанные дни. Вспомним 91 год и распад Советского Союза, который никто даже не предсказывал, кроме, конечно, фантастов. Но, тем не менее, это изменилось. Я думаю, что и Россия изменится, в первую очередь под действием внутренних обстоятельств, и во вторую очередь под давлением международного сообщества, международного права. И я верю в то, что международное право и самая настоящая демократия установится в международных отношениях и в первую очередь во внутренней жизни России. Когда вы говорите под давлением международного сообщества, мы можем же проанализировать это давление и оценить те санкции, которые действуют, насколько они эффективны. Я думаю, что санкции эффективны, несмотря на то, что россияне все время ищут пути для того, чтобы их обходить. И это им в некоторых случаях удается. Но тем не менее тот факт, что на всех международных площадках политики России добиваются отмены санкций, то, что они все время утверждают, что эти санкции незаконны и так дальше, это говорит о том, что они боятся этих санкций, что они чувствительны для них. Пока недостаточно чувствительны для того, чтобы вернуть Россию в атмосферу, в сферу международного права. Но эти санкции будут ужесточаться обязательно, потому что сейчас Россия ведет себя на международной арене вопреки всему международному праву, и она не отказалась от политики силы. Это будет вызывать во всем международном сообществе, это будет вызывать отторжение. И я думаю, что санкции будут ужесточаться, и будет степень, когда они будут для России неприемлемыми. И тогда все изменится. До того, как стало известно, что Байден фактически победил на выборах президента США, многие делали ставки, говорят Трамп, Байден, и в контексте, кто был бы выгодней, грубо говоря, Украине. Вы делали такие ставки? Нет. Почему? С одной стороны, и демократы, и республиканцы, они положительно относятся к Украине, я имею в виду сама партия и их фракции в Конгрессе. Они обе положительно относятся к Украине, и оба президента, и демократ, и республиканец, они помогали Украине в любом отношении. Потом политика Соединенных Штатов Америки — это намного более стабильная вещь, чем иногда нам кажется, с одной стороны. С другой стороны, конечно, она намного стабильнее, чем политика России. И если в Конгрессе США приняты законоположения, или когда-нибудь Конгресс США заявил, что Соединенные Штаты Америки никогда не признают Крым в составе России, значит, это говорит о том, что на эту политику можно положиться. Да, но от кандидатуры, от личности президента может зависеть просто активность этой политики. Да, конечно. И есть даже такая теория, что вот некоторое время назад такая концепция развития международных отношений, что некоторое время назад в мире победило на выборах глав государств, победило довольно значительное количество популистов. Сейчас не секрет, что одним из таких популистов был Трамп. И ситуация объясняется еще и тем, что Трамп значительно хуже знает Украину, чем Байден. И поэтому он был 6 раз в Украине, он знает украинские отношения, знает украинскую политику, знает, чаяния украинского народа. Вот. И кроме того, он твердо стоит на той позиции, что Украине нужно помогать, с одной стороны, и с другой стороны, на той позиции, что Америка никогда не отступит.